أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا إله الكون قد أسلمت لك، يا إله الكون قد أسلمت لك، يا إله الكون قد أسلمت لك. ربي فاغفر زلتي ما أحكمك. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. Дорогие братья и сестры, а также уважаемые гости из числа немусульман, неважно, один вы или вас много. Наша задача в этот вечер — раскрыть наиболее выдающийся факт, для сокрытия которого люди, правительство, интеллигенция затратили много времени и сил. И это жизнь. Человека и его миссии. Человека, которого звали Мухаммад, сын Абдуллы. Да благословит его Аллах, свят он и велик, и приветствует. И защитит его от тех ошибок и искажений, которые ему приписывают. Нашей целью не является всего лишь доведение до людей достижений этого человека. Потому что если мы начнем говорить о его достижениях, нам придется сравнивать их с достижениями других людей.
хотя он превосходит любого человека, с которым бы мы его не сравнили. И это тот человек и то послание, которые наиболее совершенны и важны. Потому что этот человек и та миссия, да благословит его Аллах и приветствует, которые способствовали достижению этих результатов. Когда мы обсуждаем величие какой-либо личности, недостаточно сказать о сфере его влияния. Необходимо обсудить и понять, и определить совокупность качеств, посредством которых стало возможным достижение этой сферы влияния. Простое изучение Мухаммада, сына Абдуллы, этого неграмотного пастуха, пророка и посланника, да благословит его Аллах и приветствует, мужа, отца, друга, государственного деятеля, воина, торговца, простого человека, соседа, человека, который получал без какого-либо честолюбия откровение от Высочайшего и нес это откровение и эту ответственность, которые не осилила бы даже гора. И в Коране, в откровении, вдохновении и в своде законов Высочайшего упоминается об этом и говорится: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Примерный перевод того, что мы только что прочли: если бы мы не спаслали этот Коран на гору, то ты увидел бы, как она смиренно раскалывается от страха перед Аллахом Свят Он и Велик. Такие притчи мы приводим людям, для того, чтобы они поразмыслили. Этот пример из Корана говорит нам о том, что откровение Аллаха Свят Он и Велик настолько мощное, что оно превосходит лазерный луч, с помощью которого пробивают отверстия в горах, что оно мощнее, чем сонарный луч, который разрушает горы.
Но Величайший подготовил сердце Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, чтобы оно смогло принять его. Только его сердце. Что же это за сердце, которое смогло выдержать настолько великую силу? Эта личность и его послание не имеют подобных себе. И величественнее любой личности во всей задокументированной истории человечества. И настоящая трагедия заключается в том, что большинство людей были лишены этого наследия. Наш пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, является даром и милостью для всего человечества. Он был послан с целью улучшить нравы. Он сказал: «Поистине я послан для усовершенствования морали». Его поведение, его характер были полным воплощением Корана в нем. И это пример того, как Коран был сохранен не только посредством запоминания, но и воплощения его в жизни. Коран, в отличие от любых других посланий, выучили при жизни Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, оживили и записали миллиарды людей, которые следуют ему с тех пор. Послание пророка, да благословит его Аллах и приветствует, открыто для всех и подробно изложенное доказательство. И возникает вполне резонный вопрос. Как возможно, что если это факт, как возможно, что жизнь пророка, да благословит его Аллах и приветствует, была скрыта, была спрятана и неизвестна всему миру? И на то есть очень много причин. Часть вины лежит на неверующих, их интеллигенции, религиозных лидерах, скептиках, их заговорщиках, тех, кто возненавидел и противостоял призыву к единобожию еще со времен Ибрахима, мир ему. И они сделали все и потратили все, что у них было, чтобы убить, искалечить, исказить, скрыть, уничтожить и запутать это послание. И они продолжают это делать и по сей день. Но однако часть вины лежит и на мусульманах. Мы внесли свою долю в сокрытие этого сокровища. Мы, мусульмане, мы смирились с иностранной колонизацией. Мы приняли превосходство
и колонизацию немусульман. Мы смирились с марионеточными правительствами, которых нам подбрасывают и избирают вместо нас, по крайней мере, последние 500 лет. Мы, мусульмане, способствовали и слепо соучаствовали в сговоре с неверующими в разрушении халифата. А наши правители подписали Хартию Объединенных Наций. В то время она называлась еще Лига Наций. Наши правители подписали ее, и они верны ей до сих пор. И они никогда не возродят халифат. Мы, мусульмане, не смогли внести свой вклад в прогресс и развитие, который ассоциировался бы с жизнью пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Мы, мусульмане, заняли последние места цивилизации, хотя когда-то мусульмане закладывали основы и устанавливали стандарты, были первооткрывателями. Мусульмане были пионерами в каждой науке. Но, к сожалению, сегодня мусульмане заняли задние места. Они нации последователей, они нации подражателей, они нации поклонников. Сегодня мусульмане не в состоянии контролировать даже свои собственные природные ресурсы. И сегодня мусульмане предпочитают одевать одежду дизайнеров. Мусульмане меняют свои имена. Мусульмане позволяют иностранным правительствам управлять и манипулировать собой, контролировать свою валюту. И мусульмане предпочитают разговаривать шепотом, когда они говорят о пророке Мухаммаде, да благословит его Аллах и приветствует. Мусульмане и их дети встают из уважения, приветствуют, хлопают, поют, танцуют под руку с неверными. Но когда дело доходит до сунны, мы спорим, мы прячемся, мы чешем затылки и кажемся озадаченными в том, что же такое сунна. Именно об этом Аллах Свят Он и Велик сказал нам. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. Он предсказал нам и предостерег нас. О те, которые уверовали, бойтесь Аллаха. Помните об Аллахе. И пусть душа посмотрит, что она приготовила на завтрашний день. Бойтесь Аллаха, помните об Аллахе. Ведь Аллах ведает
Он осведомлен о самых тайных вещах и секретах, которые вы скрываете. Он осведомлен о том, что вы совершаете. И не будьте подобны тем, которые забыли об Аллахе, и которых Он заставил забыть самих себя. И это то, что произошло с мусульманами сегодня. Мы не забыли 99 имен Аллаха. Мы вешаем их на стенах наших мечетей. Мы носим аятуль курси на шеях. Мы вешаем имена Аллаха над каминами в наших гостиных. Большинство из нас имеет 5 или 6 разных видов Корана дома, на которые мы смотрим. Просто смотрим. Таким образом, мы не забыли имя Аллаха. Мы не забыли имя Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Потому что все мы, все наши имена, Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует. Все мы Ахмады, Махмуды, Хамиды, Мухаммады, Абдуль-Хамиды. Немусульмане называют нас магометянами, потому что наш предок, Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует. Но в отличие от тех людей, которые называют себя христианами, мы не магометяне. Мы просто любим Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, и следуем Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует. А его жизнь отпечаталась в наших сердцах. Но мы забыли о его сунне. И как следствие, Аллах Свят Он и Велик сказал: мы забыли о нашей индивидуальности и потеряли наше наследие. Но хвала Аллаху, пока не закроются наши глаза, и земля не наполнит наши рты, у нас есть возможность возродить его сунну. У нас есть возможность возродить Слово и имя Аллаха Свят Он и Велик. И у нас есть возможность открыть сокровище, чтобы весь мир смог увидеть с помощью оптоволокна, с помощью мультимедиа и всех приборов, которые дал нам сегодня Аллах, чтобы показать, кто такой Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, кто этот человек и каково его послание. Вопрос в том, как мы измеряем величие. Аллах Свят Он и Велик сказал относительно пророка, да благословит его Аллах и приветствует: «О Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, воистину, ты был создан и послан с превосходным нравом. Воистину, твой нрав превосходен». Это означает, что если Всемогущий сказал так, это значит, что никакой другой нрав не сможет сравниться с нравом Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Нам стоит лишь изучить страницы истории, и станет ясно, что нет другого человека, чей нрав мог бы сравниться с нравом Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, никогда в своей жизни не пил алкоголь. Хотя распитие алкогольных напитков тогда было столь же распространено, как и сегодня.
Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, никогда не принимал ничего одурманивающего. И хотя наркотики, которые существуют сегодня, не были известны в то время, у них были другие виды наркотиков. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, до того, как он стал пророком и посланником, никогда не прикасался к алкоголю или наркотикам. Он никогда не имел внебрачных половых связей и не совершал прелюбодеяния. Более того, пророк, да благословит его Аллах и приветствует, никогда в своей жизни не видел обнаженную женщину. Он никогда не смотрел на женщину с похотью за всю свою жизнь. Аллах Свят Он и Велик защитил его глаза, защитил его душу и защитил его нрав. Он, да благословит его Аллах и приветствует, никогда не воровал и никогда не касался имущества, которое ему не принадлежало. Он никогда не портил ничьего имущества. И более того, в то время, как он подвергался нападкам, в то время, как его сподвижников убивали и мучили, и даже когда он знал, что некоторые из его соплеменников замышляли убить его, в то самое время пророк, да благословит его Аллах и приветствует, хранил вверенное ему в своем доме имущество, которое доверили ему, деньги, драгоценности, которые они верили ему, потому что в Мекке, где он родился, он был известен как Аль-Амин, доверенный. И Аль-Амин, даже при том, что его враги воровали у его сподвижников, убивали их, пытали их, отбирали их имущество, он мог сделать то, что делают другие в военное время. Он мог отобрать их имущество, которое было у него на хранении. Но когда они вошли в его дом, чтобы убить его, они там не нашли его. Но они нашли его двоюродного брата Али, да будет доволен им Аллах. Он оставил Али в доме, когда совершал переселение, для одной цели, чтобы Али, да будет доволен им Аллах, отдал им драгоценности, деньги, которые они доверили ему годы тому назад. Можете ли вы представить себе человека, которого ненавидели из-за его миссии, противостояли ей и намеревались его убить? И все эти люди, которые ненавидели его послание и желавшие его убить, никогда даже и не думали прийти к нему и сказать: «Верни нам обратно наши деньги». Потому что все они доверяли ему. Потому что они знали, что в Мекке нет более доверенного, чем Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, никогда в своей жизни не поднял руки, чтобы ударить человека. Никогда. Ни слугу, ни жену, ни ребенка, ни друга, ни даже врага, кроме тех случаев, когда этот враг противостоял Аллаху и противостоял посланию. Тогда пророк, да благословит его Аллах и приветствует, превращался в тигра, во льва и казнил, защищая честь Аллаха Свят Он и Велик и его религию. И он преобразовывался из того, о ком говорили его сподвижники. Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, был так мягок
и так стеснителен, как девственница в первую брачную ночь, которая прячется за занавеской. Вот таким человеком он был. Он был богобоязненным, скромным, мягким в разговоре. О нем говорили, что когда его видели на поле боя, он был яростным, защищая Аллаха Свят Он и Велик. И когда сподвижники пророка, да благословит его Аллах и приветствует, искали его на поле битвы, они говорили: клянемся Аллахом, мы находили его среди врагов, сражающегося. И они говорили: мы искали у него защиты. Мы прятались за пророком, да благословит его Аллах и приветствует, на поле боя. Он был великим воином, полководцем, командуя, сражаясь на пути Аллаха Свят Он и Велик. Но когда сражение заканчивалось, он потуплял свой взор. Он говорил мягко. Он был нежным, искренним. Он был душевным. Он был кротким, заботящимся, плачущим. Потому что Аллах Свят Он и Велик упомянул, сказав о нем так: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. О Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, ты был послан только как милость для всех миров. Он был милостью даже для тех, кто пренебрегал им, и кто извлекал выгоду из этой милости. Он был милостью даже для тех, кто противился ему. Настолько, что когда у него была возможность отомстить, когда у него была возможность ответить, пророк, да благословит его Аллах и приветствует, никогда не мстил и не чинил расправ. Потому что он был милостью для миров. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, всегда отдавал долги. И даже когда иудей пришел к пророку, да благословит его Аллах и приветствует, оскорбляя его, говоря ему: «О Мухаммад, отдай деньги, которые ты должен мне», крича на него, оскорбляя его в его же мечети и в присутствии его сподвижников, один из которых встал, чтобы убить его. Но пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Сядь». Человек, которому мы должны иметь право ругать и оставаться невредимым. Он не сказал, что этот человек был прав в своих оскорблениях, но он сказал, что так как пророк был должен ему, этот долг имел больше прав, чем мы имеем право защищаться против этих оскорблений. Посмотрите на поведение пророка, да благословит его Аллах и приветствует, на его принципы, на его характер. А когда бедуин пришел к пророку, да благословит его Аллах и приветствует, требуя, чтобы пророк, да благословит его Аллах и приветствует, дал ему часть закята, этот человек пришел к пророку, да благословит его Аллах и приветствует, схватив его одежду вот так, говоря: «Дай мне мою часть», пока на шее у пророка, да благословит его Аллах и приветствует, не появился след. И его сподвижники также хотели убить этого человека. Но пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал им: «Сядьте, оставьте его». И пророк, да благословит его Аллах и приветствует, улыбнулся ему и спросил: «Что ты хочешь?» Человек сказал: «Дай мне». И пророк, да благословит его Аллах и приветствует, продолжал давать этому человеку до тех пор, пока он не сказал «достаточно». А затем он ушел. Таким был нрав пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Его толерантность, его милосердие, его терпение, его честность. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, всегда почитал своих соседей и гостей.
И первым приказом, который он дал своим сподвижникам, когда они вошли в Медину, когда он совершил переселение, он не сказал им, идите и стучите во все двери и скажите людям, что я здесь. Он не сказал им, объявите, что я правитель. Он не сказал, идите и расскажите им об исламе. Он не сказал, идите и расскажите, что мусульмане здесь. Мы сильны, и это наш город. Нет. Он сказал им, تطعم الطعام وتقرأ السلام من عرفت ومن لم تعرف. He says, spread the food. Он сказал, раздайте Give еду, food. отдайте еду And give the greetings. и приветствуйте тех, من عرفت whom you кого вы know, знаете, ومن لم تعرف whom и you тех, don't кого know. вы не знаете. This is what he said. Вот что он приказал сделать. And so the И мусульмане Muslims разошлись, from him, taking their взяв с food, собой еду, whatever they все, had, что у них было, sharing it делясь with с the соседями, neighbors, talking to them, разговаривая с ними, приветствуя их, intermingling расходясь with среди them, них, sitting with сидя them, с ними, accepting отвечая their на их invitations, приглашения, getting to know them, учась у них, showing them, показывая sharing им, them, делясь с ними, exposing them, представляя им характер, поведение пророка, да благословит его Аллах и приветствует. И всего через несколько месяцев вся Медина была у ног пророка, да благословит его Аллах и приветствует, признавая его правителем города и отдавая ему ключ от этого города. Даже несмотря на то, что некоторые из них до сих пор тайно противились ему, несмотря на то, что некоторые из них до сих пор тайно ненавидели его послание, но они все же отдали ему ключ, потому что они ничего не могли поделать с человеком такого нрава. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, никогда не носил шелк, он никогда не носил золото, он никогда не одевался кичливо, он никогда не одевался демонстративно, он никогда не ходил высокомерно, горделиво, он никогда не выходил к людям как король, как император, даже когда был абсолютным правителем. Кто-то мог войти в дом, а пророк, да благословит его Аллах и приветствует, мог сидеть среди сподвижников, так же, как вы сидите сейчас. И было обычным, что люди оглядывались вокруг, думая, что он должен сидеть на стуле или на троне, как другие правители, что у него должна быть золотая мантия, что у него должна быть корона, вокруг него должны быть люди, которые прислуживают ему. Но когда они приходили и оглядывались, был обычным вопрос: кто из вас Мухаммад? Где он? Никто не мог отличить пророка, да благословит его Аллах и приветствует, среди его сподвижников, потому что его одежда, и то, что он ел, и то место, где он сидел, ничем не отличалось от других людей. Назовите мне имя любого правителя в мире, который мог бы сравниться с ним в этом. Может ли кто-нибудь из вас сделать это? Если мы всего лишь получим повышение по работе, и нам дадут маленький офис, мы покупаем туда огромное кресло. Если мы заработаем немного денег, мы сразу начинаем хотеть большой дом, большую машину. А если мы становимся правителями, мы хотим слуг, рабов, и чтобы целая армия защищала нас. Но только не пророк, да благословит его Аллах и приветствует. Его достоинство было от Аллаха, а честь от самого откровения. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, никогда не лгал. Он никогда не лгал своим врагам. Он сказал, что единственное, где мы можем сказать ложь, это война. Он сказал, война — это хитрость. Но это не значит лгать врагу. Нет, это значит не давать врагу информацию, которая могла бы быть использована против вас. Но пророк, да благословит его Аллах и приветствует, никогда не лгал и никогда не хитрил. Да воздаст вам Аллах благо. Он никогда не лгал и никогда не хитрил.
Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, никогда никому не лгал. Он был честнее, чем кто-либо из тех, кто когда-либо говорил правду. Он никогда и никого не обманул. И даже был один случай, что был один человек, который отступил от веры. Это значит, он нарушил присягу пророку, да благословит его Аллах и приветствует. Он покинул мусульман и стал оскорблять пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Он стал ругать пророка, да благословит его Аллах и приветствует, в его отсутствии. И после того, как пророк, да благословит его Аллах и приветствует, завоевал Мекку, этот человек был опозорен, он был напуган. И поэтому он пришел в дом Уthмана ибн Аффана, да будет доволен им Аллах, так как они с ним принадлежали к одному племени. И это было в порядке вещей. В то время человек приходил ко мне и искал защиты, потому что он был моим соплеменником. И Уthман привел этого человека к пророку, да благословит его Аллах и приветствует, чтобы он принес присягу, чтобы он извинился и был помилован. Но пророк, да благословит его Аллах и приветствует, дважды отказал ему и сказал: «Нет, нет, я не приму это от него». И этот человек умолял его. И, наконец, пророк, да благословит его Аллах и приветствует, обладавший великим нравом, сказал: «Хорошо, я прощаю, уходи». И когда этот человек ушел, пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал сподвижникам: «Почему никто из вас, когда я отказал ему, почему никто из вас не встал и не отрубил ему голову? Почему никто из вас не встал, когда я отказал ему, и не убил его, так как он этого заслужил?» И они ответили: «О посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, но ты не подал нам никакого знака». Тогда он сказал, что пророк никогда не подает подобных знаков. Он не является скрытным, он не подмигивает, он не подает никому никаких знаков. Пророк не такой, пророк прямой и открытый. Это говорит о том, что тот человек по праву, по закону мог быть убит. Но пророк, да благословит его Аллах и приветствует, не сделал этого, даже перед своими последователями. Они ждали его знака, но он им его не подал. И пророк отпустил этого человека. И когда он позволил ему уйти, пророк разъяснил всем: вы должны относиться к нему, как к любому из нас. Таков был нрав пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Он никогда не получал ничего для себя. Передается от Аиши, да будет доволен ее Аллах, жены пророка, да благословит его Аллах и приветствует, она сказала: поистине, когда пророк, да благословит его Аллах и приветствует, умер, он не оставил ни одного динара, ни одного дирхама. Это означает, он не оставил ни одного доллара и ни одного фунта. Он не оставил никакой валюты, никаких денег. Единственное, что он оставил, был белый мул, на котором он ездил, кольчуга, которую он одевал, плащ, которым он накрывался, и чаша, из которой он ел и пил. И он сказал: отдайте это Ибн Сабиль, отдайте это путнику. Таким образом, пророк, да благословит его Аллах и приветствует, умер, не оставив имущества, которое могли бы разделить между собой его семья и родственники. Потому что он сказал: поистине, у пророка не может быть наследства. Свят Аллах. Когда пророк, да благословит его Аллах и приветствует, лежал при смерти, он умирал. Он находился в доме Аиши, да будет доволен ею Аллах. И он терял сознание и приходил в себя. Снова терял сознание и снова приходил в себя. И после очередного обморока
Он пришел в себя и спросил у Аиши: «О, Аиша, есть ли что-то из ценного в нашем доме?» Она сказала: «О посланник Аллаха, у меня есть несколько динаров или дирхамов, у меня есть несколько долларов, у меня есть несколько фунтов, у меня есть несколько монет». Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Отдай их, отдай их». Она молчала, а он снова потерял сознание. И когда он снова пришел в себя, и Аиша, мать, Аиша, жена пророка, да благословит его Аллах и приветствует, мать правоверных, женщина, она думала, как женщина: возможно, мне следует сохранить эти деньги. Это всего лишь несколько монет. Это лишь небольшое количество. Если что-то случится, у меня они будут. И когда пророк, да благословит его Аллах и приветствует, пришел в себя снова, первым, что он спросил, было: «О, Аиша, что ты сделала с этими деньгами?» Она сказала: «О посланник Аллаха, клянусь Аллахом, я сохранила их, потому что я боялась, что что-то может случиться». Он сказал: «О, Аиша, что же будет с Мухаммадом, да благословит его Аллах и приветствует? Что он будет делать? Что он будет делать, если умрет и покинет этот мир, оставив какое-то имущество? Поэтому, Аиша, отдай их, пожалуйста, отдай». Также он сказал, да благословит его Аллах и приветствует: «Лучший из вас тот, кто лучше всех относится к своей семье, к своим женам, а я лучший из вас в отношениях со своей семьей». Конечно же, он не имел в виду: лучший из вас тот, кто оставил им наибольшее количество денег, потому что сам он не оставил ничего. Он завещал мусульманам заботиться о своих матерях, потому что его жены являлись матерями верующих. Когда одна из жен пророка, да благословит его Аллах и приветствует, пришла к Абу Бакру и сказала ему: «О, Абу Бакр, ты должен выделить нам средства из казны мусульман, так как пророк, да благословит его Аллах и приветствует, умер, а мы его жены. Ты должен выделить нам средства». Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, сказал: «Нет, у вас нет никакого права на имущество из исламской казны. Это деньги мусульман. Но вы наши матери, и мы позаботимся о наших матерях». О мусульмане и гости из числа немусульман, подумайте об этом человеке. Слышали ли вы о подобном? Видели ли вы похожего? Читали ли вы о таком? Никогда. Вы не можете даже себе представить подобного человека. Он никогда не обращался плохо со своей семьей. Ибн Мас'уд, да будет доволен им Аллах, Ибн Аббас, да будет доволен им Аллах, Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах. Все они, Зейд ибн Харис, да будет доволен им Аллах, все те, кто служили пророку, да благословит его Аллах и приветствует, которые служили ему, он не сказал за всю свою жизнь, он никогда не сказал нам «уф». Когда мы делали что-то не так, он никогда не говорил «уф». Нет, он всегда был мягким. Он всегда был щедрым. Когда кто-то просил его о чем-нибудь, он отдавал им все. Он никогда не заботился о себе. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, спал на матрасе, который сейчас стелят на пол. Но его матрас был соткан из пальмовых волокон и высушенной травы. Так он спал. На пыльном полу. В его доме не было мебели. И однажды Умар ибн аль-Хаттаб зашел в дом пророка, да благословит его Аллах и приветствует, и увидел, что он спит на пыльном полу. И Умар сказал: «О посланник Аллаха, короли
императоры Персии, Византии, Эфиопии и во всем мире, все эти короли, они не подобны тебе. О посланник Аллаха, ты можешь позволить себе лучше, чем это. И пророк прервал его и сказал: у них есть то, что дано им, а у меня есть то, что дано мне. И я доволен тем, что Аллах дал мне. И каждый из вас, кто скажет: я доволен Аллахом как Господом, исламом как религией и Мухаммадом как посланником Аллаха, Аллах также будет доволен им. И одним утром пророк, да благословит его Аллах и приветствует, проснулся. И на его спине были видны следы от этого сухого матраса, на котором он спал. И его жена сказала: сегодня я позабочусь о нем. И она удвоила его, этот матрас. И этой ночью пророк, да благословит его Аллах и приветствует, проспал утреннюю молитву. Он спросил: что же случилось? Она ответила: о посланник Аллаха, я сделала для тебя матрас немного мягче. Он сказал: больше никогда не делай так. Ты потревожила мою утреннюю молитву. Вот таким он был. Пророк всегда защищал слабых и бедняков. Даже когда он был маленьким, мальчиком, он присоединился к союзу в Мекке, который был назван Хальфу Фудуль, объединение людей, взявшее на себя обязательство защищать бедных и слабых, больных, сирот. Он присоединился к этому союзу. Таким образом, он выполнял общественные работы, когда он был мальчишкой, таким же, как эти мальчишки, которые сидят перед нами. Хотя в то время он еще не был пророком и посланником. Таким был этот человек. Человек, который получал откровение. Человек, на которого снисходило вдохновение непосредственно от Всемогущего. Через великого ангела Джибрииля, мир ему. И это откровение и вдохновение от Всемогущего стало последним законом для мира. Можно выделить 4 главные составляющие Его величия, на которые мы должны обратить внимание, и посредством которых мы можем сравнивать Его с кем-либо, потому что Он не был персонажем мифов. Он не был абстрактной личностью. Он не был личностью, которой, возможно, не существовало. Нет, Его жизнь была подробно задокументирована как мусульманами, так и не мусульманами, теми, кто любил Его, и теми, кто сопротивлялся Ему. Они все же подробно описали Его жизнь. Ничья личная и общественная жизнь не была записана настолько подробно. Открытая книга для всего мира, которую можно было бы увидеть и проверить. Ничья, кроме жизни пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, превзошел всех людей в психологических и моральных качествах. Во-вторых, он превзошел всех людей в благородстве и достоинстве, в основополагающих ценностях. В-третьих, ни один человек не смог осуществить цели своей жизни. Ни один пророк, король, ни один император, ни один посланник, ни один человек не смог
так глубоко, как пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует. И в-четвертых, пророк, да благословит его Аллах и приветствует, был единственным человеком, который воспитал целое поколение, которое последовало за каждым его шагом, сохранило его сунну, его обычаи, сохранило вмененное ему послание, установило правление, которое противостояло другим, распространило его слова, его законы, его откровения по всему миру, с его времен и по сей день. Четвертая часть планеты, четвертая часть мира заполнена людьми, которые каждый день говорят: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Аллах сказал в откровении, которое Он внушил пророку, да благословит его Аллах и приветствует: «Воистину Аллах и Его ангелы благословляют пророка». О те, которые уверовали, благословляйте его и приветствуйте его миром. И сегодня мы выполняем это. Аллах сказал: «О те, которые уверовали, Аллах, велик Он и славен, и ангелы, где бы они ни находились, шлют особое приветствие и защиту пророку, да благословит его Аллах и приветствует». И вы, те, которые уверовали, вы также приветствуйте его с признательностью и благодарностью. Поэтому мы, мусульмане, говорим: «О Аллах, благослови нашего господина, посланника, любимого пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует». Таким образом, четвертая часть мира говорит: «О Аллах, благослови Мухаммада и семейство Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Так же, как Ты благословил Ибрахима и семейство Ибрахима, благослови Мухаммада и семейство Мухаммада, поистине Ты достойный похвалы, славный». Четвертая часть человечества, каждый четвертый мусульманин, неважно, слабы они или сильны, белые они или черные, желтые или красные, мужчины или женщины, молодые или пожилые, могущественные или слабые, мусульмане с запада или с востока, мусульмане из Китая, из Австралии, мусульмане из Америки, мусульмане из Афганистана, из Исландии, на Северном полюсе, в Скандинавии, в Пуэрто-Рико, и где бы они ни были. И если есть в океане место, где живут люди, то мусульмане есть и среди них. И также, если на Луне есть люди, то мусульмане находятся и среди них. Я знаю, что в космических станциях каждый день работает 58 астронавтов. И я хочу, чтобы Аллах дал мне билет на эти станции. Я хочу, чтобы кто-нибудь из нас получил билет и отправился на космическую станцию, совершая призыв к исламу в космосе. Вернувшись оттуда по воле Аллаха, возможно, кто-нибудь из них осознает все и, может быть, станет мусульманином. И мы могли бы сказать, что на космической станции тоже есть мусульмане. О мусульмане! Наш пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, объединил в одной личности высочайшую степень духовности. Это был тот человек, который получил в течение 23 лет
Практически ежедневно, посредством ангела, он получил 6626 аятов Корана в течение 23 лет. Когда ему не спосылалось откровение, говорили, его тело тряслось. Его тело тряслось. Тряслось. И если чья-либо рука или нога были под ним, казалось, что она сломается от неспосылавшегося откровения. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, потел, дрожал, и глупцы среди неверующих говорили, что у него эпилепсия, потому что они не могли объяснить происходившее с этим человеком. Я уже раньше говорил, что Аллах Свят Он и Велик сказал: если бы мы не спаслали этот Коран на гору, то ты увидел бы, как она смиренно раскалывается. Так что же, по-вашему, оно могло сделать с сердцем человека? Но Аллах приготовил для этого пророка, как сосуд. Когда не спосылалось откровение, они видели это. Но после этого пророк, да благословит его Аллах и приветствует, в течение дня еще кормил бедных, посещал больных, снаряжал армии, исполнял государственные дела, был правителем, разговаривал с людьми, обращался к женщинам, раздавал закят, зашивал свою одежду, убирался в доме, покупал продукты, делал все то, что делаете вы и делаю я, а ночью выстаивал молитвы по 4 или 5 часов подряд, а днем участвовал в сражениях, вооружал армии, выносил решения и устанавливал законы, толковал Коран, наставлял людей. Как мог один человек делать все это и выстаивать молитвы по 4-5 часов подряд? Каким же должен быть человек, чтобы совершать все это? Он должен быть посланником, пророком, человеком с миссией. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, однажды отправился в местность под названием Таиф для призыва. И Таиф расположен очень высоко, примерно в 50-60 от Мекки. Он отправился. И когда пришел туда, знать этого города послала ничтожных людей, беспризорников, бродяг, обездоленных, чтобы кидать камни в пророка и плевать в него. Стекая кровью и плача, он сел на выступ дерева или на камень и задался вопросом: почему же мне не удалось поговорить с этими людьми? Что я делаю неправильно? Ведь я проповедник. И Аллах Свят Он и Велик послал Джибриля, мир ему, со словами: Аллах Свят Он и Велик говорит: мир тебе, о Мухаммад. Аллах Свят Он и Велик говорит: мир тебе, о Мухаммад. Он приказал мне вменить ангелам гор, окружающих этих людей, соединить их вот так и убить всех этих людей, если ты пожелаешь. И пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: я не хочу этого. Не трогайте их. Возможно, когда-нибудь они уверуют. И сегодня Таиф — одно из прекраснейших мест, где растут цветы, которых больше нет нигде. И сегодня в Таифе все мусульмане. Таким был нрав пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Он был человеком, чья дочь, Фатима, стирала одежду и убиралась в доме,
так что на ее руках появлялись волдыри. И Али, который был ее мужем, сказал: «О, Фатима, почему бы тебе не пойти к пророку, да благословит его Аллах и приветствует? Сходи к своему отцу и попроси его о служанке, которая помогала бы тебе по дому». И Фатима не хотела идти. Но так как Али сказал ей: «О, Фатима, иди и попроси своего отца о служанке», она пошла к пророку, да благословит его Аллах и приветствует. И когда она сказала: «О, посланник Аллаха, Али прислал меня попросить тебя дать мне служанку», пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал своей дочери: «О, Фатима, сказать ли мне на то, что будет лучше для тебя, чем служанка? Скажи: слава Аллаху и хвала Ему, слава Аллаху Великому». И она заплакала и ушла, так как она поняла, что не должна была просить об этом, потому что у него самого не было слуги, хотя он и заслуживал слуги больше, чем она. Он сказал ей: «Скажи». Он сказал ей: «Будь благодарна Аллаху, благодарна Аллаху и восхваляй Его. Субханаллахи ва бихамдихи, субханаллахи л'азим». И она ушла. Вот таким был этот человек, живший в этом мире, но всегда думавший о следующем. Потому что Аллах не спаслал ему аят: хотя последняя жизнь лучше и дольше. Однажды с пророком, да благословит его Аллах и приветствует, произошел случай. Аиша, да будет доволен ее Аллах, просила пророка, да благословит его Аллах и приветствует: «Почему ты выстаиваешь всю ночь, пока твои пятки не потрескаются, о пророк?» И он ответил ей: «Мой Господь кормит и поет меня». Не должен ли я быть благодарным моему Господу? Она или кто-то другой сказала: «Почему ты так много молишься? Тебе ведь были прощены все ошибки, и ты никогда не грешишь. Почему ты так много молишься?» Он ответил: «Не должен ли я быть благодарным моему Господу?» Таким был пророк, да благословит его Аллах и приветствует. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, был прямым и честным. Он никогда не оправдывал свою семью или друзей из-за близости. Он никогда не судил в пользу тех, кто ему нравился, и против тех, кто ему не нравился, как это делают современные короли, президенты, председатели, богатые люди, судьи, и как те, которые поступали так на протяжении истории. Нет. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Народы, жившие до вас, были погублены из-за того, что богатых среди них не наказывали за совершенные ими грехи». То есть, когда они совершали грех, их отпускали. Но когда бедные и слабые люди совершали грехи, они наказывались. И они погибли. И он сказал: «Клянусь Аллахом, если бы Фатима, моя дочь, дочь Мухаммада, если бы она украла, то я бы отрубил ей руку». Таким был этот человек. Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует. Все это ради Аллаха. Он сказал: «Фатима, как мое ребро», имея в виду, что Фатима была частью его. «Я люблю ее как себя, но если бы она украла, я отрубил бы ей руку». Таким он был судьей. И таким он был отцом. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, был единственным лидером, который реализовал свое видение в течение жизни.
Он родился в Мекке и стал сиротой. Он вырос в Мекке. Он был изгнан из нее. Его мучили, и он был вынужден совершить переселение. И его последователей и сподвижников убивали. Но Аллах позволил ему вернуться через 23 года победителем и завоевателем. И после возвращения он всех простил. Он воплотил свое видение. После этого пророк, да благословит его Аллах и приветствует, распространил свое послание, распространил ислам по всему Аравийскому полуострову. И ислам утвердился как государство, как правление. Он был повелителем, но продолжал есть, пить и одеваться так же, как в детстве и в зрелом возрасте. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, посвятил свою жизнь Господу, подарил ее своему Господу и умер через 23 года после того, как начал получать откровение. Ему было 40, когда ниспослалась первая сура, и 63, когда его не стало. Да благословит его Аллах и приветствует. И эти 4 человека, которые сменили его, Абу Бакр ас-Сиддик, Умар ибн аль-Хаттаб, Усман ибн Аффан и Али ибн Аби Талиб, в течение следующих 32 лет расширили границы мусульман от Аравийского полуострова до современной Италии. Нет, до современной Испании, до современной Западной Африки, до современной Индонезии, до современного Китая. Вот что Аллах открыл посредством этого человека, этого послания, этого откровения, этого благословения, этого закона. И он действует и по сей день. Нет в мире откровения, которое бы не спосылалось. Такого, чтобы кто-то мог встать и сказать: мы сохранили Таурат Мусы. Если вы скажете это, вы соврете. Вы не знаете, каким был Таурат Мусы. Он потерян, изменен. Вы не можете сказать, что у меня есть Забур, письмена Дауда. Если вы скажете, вы солжете. Он также был изменен, скрыт, потерян. Вы не можете сказать, что мы сохранили Библию. Если вы скажете это, вы солжете. Даже Папа Римский не знает, что такое Библия. Этого не знают 352 организации или вероисповедания, потому что даже они не могут сойтись на том, что же такое Библия. И если мы возьмем все их книги и выкинем в океан, вместе с Коранами, соберите все Кораны, Библии, все Таураты и Забуры и остальные книги, и выкиньте их в океан, ни одна религия не сможет восстановить свои писания. Но благодаря тому, что Аллах не спасал это откровение Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует, тому вдохновению, которое снизошло на Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, тому закону, который существует сегодня в мире, на каждой мусульманской территории найдется по меньшей мере 1, 2 или 3 мусульманина, которые знают, которые выучили эту книгу с тех времен. Я прошу, пусть мусульманин, который выучил Коран, выполнивший сунну Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, пожалуйста, пускай он встанет. Любой, кто в этой комнате знает Коран наизусть, пусть встанет. 1, 2, 3, 4, 5. Нет ни одного места в мире, где я был и просил бы сделать это, чтобы не встал хотя бы один мусульманин и не сказал: «Я выучил весь Коран». Это доказательство того, что Аллах сказал, Он сохранит его, и Он сохранил его в сердцах верующих. Это послание Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Это свидетельство его послания.
О мусульмане и гости из числа немусульман! Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, был единственным пророком, который воплотил в жизнь свое видение и стал исполнителем и хранителем законов. Он не был законотворцем, потому что законы не спосылал Аллах. Он был исполнителем, который реализовывал и хранил их. Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, научил человечество. Он передал свое учение, посредством которого был сохранен Коран и его Сунна. И у нас сегодня есть такие книги, как Сахих Аль-Бухари, Сахих Муслим, сборник хадисов Абу Дауда, Тирмизи, Ан-Насаи. У нас есть книги, как Сахих Ситта, и среди них есть более 14 тысяч записанных достоверных хадисов от пророка, да благословит его Аллах и приветствует, которые восходят к нему, которые восходят к его поведению, которые восходят к его подтверждению. Ни у кого больше нет подобного задокументированного наследия. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, заложил форму правления, которая просуществовала с того времени до 1924 года. С того времени, с 7 века нашей эры до 1924 года. Сколько это веков? 1200 лет. Форма правления, просуществовавшая со времен пророка, да благословит его Аллах и приветствует. И эта форма правления вернется. Она должна вернуться, потому что Аллах свят Он и велик, избрал ее тогда, когда сказал: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. Он тот, кто отправил своего посланника, да благословит его Аллах и приветствует, и религией истины, с верным руководством, с исламом, с руководством, с сунной, с религией ислам, чтобы превознести ее, чтобы она положила конец, чтобы она стала лучшей, чтобы она сопротивлялась действию всех остальных религий, даже если это ненавистно многобожникам. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, без сомнения, был человеком, который принес величайшее послание в этот мир. И человек по имени Майкл Джей Харт сказал так: и кто же такой Майкл Харт? Майкл Харт был историком и математиком. И он собрал вместе других историков и биографов. И они сказали: давайте составим список из 100 наиболее выдающихся людей в истории. И, короче говоря, они выделили 32 категории, согласно которым нужно было сравнивать и избирать 100 наиболее выдающихся людей. И позвольте процитировать слова Майкла Джея Харта. Он сказал: Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, так как он расположил его во главе своего списка, и никто не может оспорить этого, так как это согласовано категориями. Он достиг этого места, хотя Майкл Джей Харт сказал:
Я хотел бы выбрать Иисуса Христа, потому что я христианин. Но было несколько категорий, из-за которых я не смог выбрать его, потому что Иисус Христос не был отцом, а Мухаммад был им. Иисус Христос не был мужем, а Мухаммад был им. Иисус Христос не управлял государством, а Мухаммад сделал это. Иисус Христос не был воином, а Мухаммад был. И Иисус Христос не был правителем, а Мухаммад был. Таким образом, Майкл Джей Харт и другие его коллеги сказали, величайшим человеком, который оказал влияние на историю и на все аналы задокументированной истории, должен быть Мухаммад, да благословит его Аллах, приветствует. И это утверждение вы можете найти в Archives, в журнале Time, газете New York Times. В этом журнале они разместили статью. Там вы сможете прочитать ее. Или в некоторых библиотеках здесь, в Австралии, или других местах. Или можете зайти на веб-сайт и набрать Майкл Харт, и вы получите сайт. Наберите это в Гугле. Вы получите его и увидите доказательства этому. Но позвольте зачитать то, что сказали другие о Мухаммаде, личности и его послании. Джордж Бернард Шоу сказал, если бы такой человек, как Мухаммад, да благословит его Аллах, приветствует, взял на себя правление и диктатуру над современным миром, он преуспел бы в этом и решил проблемы, и принес бы долгожданный мир и счастье. Майкл Джей Харт сказал, мой выбор Мухаммада, который возглавил список наиболее влиятельных людей, может удивить некоторых читателей и вызвать вопросы у других. Но он был единственным человеком в истории, который одинаково преуспел в религиозных и мирских делах. Каслс Уитли сказал, менее чем за год он стал духовным, номинальным и светским правителем Медины, управляющим рычагом, который потряс мир. Миллиарды мусульман по всему миру за последние 1400 лет приняли религиозное учение Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Неграмотного, сироты, выросшего в суровом пустынном климате Аравии, превратившего отсталое общество в великую цивилизацию. О мусульмане и гости из числа мусульман! Мухаммад, согласно Корану, был свидетелем над мусульманами и был не более чем посланником, человеком, мягко обращавшимся со всеми людьми, великой милостью, который был послан с неопровержимой истиной, был тем необразованным пророком. Он был милостью и посланником, милостью к человечеству. Он был свидетель над верующими, а верующие являются свидетелями над человечеством. Он был милостью для миров, лучшим примером для подражания и последним пророком для человечества. Он был послан ко всем людям и джиннам. Он победил все системы и обладал благородными качествами. О мусульмане и гости из числа немусульман! Нет такого человека во всей истории, который бы сравнился с Мухаммадом, да благословит его Аллах и приветствует. Ни Конфуций, ни Будда, ни Александр Македонский, ни Наполеон Бонапарт, ни Юлий Цезарь, ни Константин, ни Махатма Ганди, ни король Ричард или король Фердинанд, ни Уинстон Черчилль, ни Чарльз Дарвин, ни Мао Цзэдун, ни Дэн Сяопин, ни Карл Маркс, ни Альберт Эйнштейн, ни Мартин Лютер или Мартин Лютер Кинг-младший, ни Джордж Вашингтон, ни даже Джон Фиджеральд Кеннеди, и уж точно не Билл Клинтон. Ни Тони Блэр, ни Джон Говард, ни Джордж Буш-старший
ни Джордж Буш-младший, ни вы и не я, ни наши родители, и не их родители, ни наши предки не сравнятся с Мухаммадом. Да благословит его Аллах и приветствует. Вы, я обращаюсь к вам, не мусульмане, будет благом для вас. Вы будете благословенны, если осмелитесь почитать об этом вечером. О Мухаммаде, да благословит его Аллах и приветствует. Вернитесь домой и прочитайте сегодня о Мухаммаде, да благословит его Аллах и приветствует. Если вы осмелитесь. Если не боитесь перемен. Потому что если вы будете читать о Мухаммаде, да благословит его Аллах и приветствует, с открытым сердцем, искренне, возможно, любовь и уважение к этому человеку войдет в вашу жизнь, в ваше сердце, в ваше сознание, в вашу семью и в ваш дом. И вы также можете стать последователем Мухаммада. Да благословит его Аллах и приветствует. И если вы решитесь на это, вы не возвысите его имени еще больше. Вы не увеличите благословение его умме, но вы принесете этим пользу самому себе. Мы предлагаем вам принять, понять, уважать этого человека, Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, и его послание. سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك. Дорогие братья и сестры и гости из числа мусульман, мы просим вас остаться на своих местах и потерпеть еще немножко, чтобы нам могли задать вопросы, если они возникли. В действительности, я не придумал это все сам. Я взял это из неопровержимых и задокументированных источников. И если у немусульман есть вопросы о Мухаммаде, да благословит его Аллах и приветствует, мы ответим на них. А для мусульман не должно быть вопросов. Просто скажите, да благословит его Аллах и приветствует. Если есть вопрос, он должен быть задан не мусульманином. Если не мусульманин нуждается в разъяснении о Мухаммаде, да благословит его Аллах и приветствует, мы разъясним им. Но у нас, мусульман, нет никаких вопросов. Женщина не мусульманка спрашивает о положении женщины в соответствии с традицией пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Позвольте мне связать это с его личностью. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, был рожден женщиной. И каждого пророка родили женщины. Мать пророка, да благословит его Аллах и приветствует, умерла, когда ему было 8 лет, после чего его воспитывала приемная мать. Ее звали Халима Саадия. И Халима Саадия ухаживала за пророком, да благословит его Аллах и приветствует. Кормила его грудью, относилась к нему как к родному сыну. И пророк, да благословит его Аллах и приветствует, повзрослел и жил в Мекке. И туда приходило племя Саад, среди которых была и Халима. И пророк, да благословит его Аллах и приветствует, вставал, снимал с себя накидку и стелил ее на землю для Халимы, чтобы она могла сесть на нее.
а он садился перед ней, так же, как он это делал, когда был маленьким. Хотя она была из беднейшего племени бедуинов. Так он уважал свою приемную мать. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, помогал жене по дому. Он готовил, убирал, шил свою одежду, чинил обувь. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, чрезвычайно уважал своих жен. Никогда не проклинал их, никогда им не вредил. Аят, который был ниспослан ему Аллахом, свят он и велик, говорит нам, мусульманам, который сотворил вас из одного человека. Это Адам и Хава, одна душа перед Аллахом. Бойтесь Аллаха, именем которого вы просите друг друга, и бойтесь разрывать родственные связи. Какие родственные связи? Это ваши бабушки, ваши матери, ваши сестры, ваши жены. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «Лучший из вас тот, кто наилучшим образом относится к своей семье, и я лучший из вас в отношении к своей семье». Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, также сказал, «Каждый из вас хранитель и пастырь, и каждый будет спрошен о благополучии его паствы». Главу государства спросят о благополучии народа, населяющего государство. Но каждый мужчина — это пастырь своей семьи, отвечающий за каждого из ее членов. А каждая женщина — пастырь дома своего мужа, ответственная за каждого из тех, кто живет в нем. Аллах, свят он и велик, приказал нам во время женитьбы дать все то, что потребует жена. Все, что угодно. Если она захочет гору золота, а у жениха ее нет, он не сможет на ней жениться. Конечно, если она потребует гору золота, она вообще так может не выйти замуж. Аллах, свят он и велик, сказал об этом так. Аллах, свят он и велик, сказал, что на мужчинах лежит обязанность обеспечивать и поддерживать женщин. Значит, это наш долг, как мужчин. Мы не говорим о том, что в основном делают мужчины, потому что не все мужчины уважают женщин, не поддерживают их. Не все мужчины выполняют обязательства перед женщинами. Некоторые из них обижают женщин, некоторые из них не уважают их и думают, что они лучше женщин. Некоторые мужчины из числа мусульман. Но это не соответствует тому, что сказал Аллах. И это не соответствует тому, что делал пророк, да благословит его Аллах приветствует. Но Аллах сказал посредством пророка, да благословит его Аллах приветствует, что мужчины ответственны за женщин. Что это значит? Сестра моя, это значит, сестра моя, кто бы ты ни была, это значит, что если женщина выходит замуж за мусульманина, и она не хочет работать, она может этого не делать. Она вообще может ничего не делать. Она не должна стирать его вещи. Она не должна готовить ему. Она не должна прислуживать. Она вообще может ничего не делать. Но она должна проявлять почтение к нему в наилучшем виде, хранить его честь и заботиться о его доме, его детях, самой себе, ее достоинстве и радовать мужа всякий раз, когда он смотрит на нее или зовет ее. Вот то, как нужно относиться к женщине, заботиться о ней. И даже при разделе наследства жена получает его и может вообще его не тратить. Она не должна тратить его ни на мужа, ни на сына, ни на брата, ни на своего дядю, а наоборот, ее дядя, ее сын,
ее муж, ее дедушка, ее отец должны тратить на нее. Так скажите мне, у кого из мусульман есть деньги? И в том, что некоторые мусульмане не придерживаются этого, это не вина ислама, это вина тех мусульман. И это мой ответ женщине, задавшей вопрос. Я надеюсь, он вас удовлетворил. В чем заключалось послание Мухаммада, да благословит его Аллах, приветствует? Его посланием был призыв к поклонению Творцу и разрушению любой несправедливости, которая существует на земле, к воспитанию характера, образа личности, за которым бы последовало человечество. Я повторюсь снова, то он призвал человечество поклоняться и признать одного Творца и отвернуться от всех форм идолопоклонничества и оградить людей от них и перестать быть их рабом или подчиняться им и показать людям образец поведения и достоинства и покончить с любой несправедливостью во всем мире. Таким было его послание. И если кто-то из вас прочитает Коран, то он увидит, что это послание есть на каждой странице. Это то, что отличает Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, от любого другого правителя, любого другого пророка и посланника. И я надеюсь, что я ответил на ваш вопрос, дорогой друг. Что такое сунна Мухаммада? Да благословит его Аллах и приветствует. Прежде всего, сунна — это не что-то задокументированное. Мы не люди Писания. Мы не приверженцы экклезиаста. Термин «сунна» означает то, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, а затем это запомнили, выполняли и сохранили. То, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, делал, и эти действия, которым подражали, и их запомнили и сохранили. И то, что он одобрил, и это запомнили и сохранили. И то, что было записано, выучено и сохранено, дошло до нас в форме 60 или 70 тысяч документов, подтверждений от надежных людей. Среди нас, из уммы Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, есть те, которые выделили эти 60 или 70 тысяч примеров, чтобы удостоверить, проверить, уточнить, соотнести, выделить сильные и наиболее достоверные, которые можно было бы проследить обратно, то есть проверить 23, 25, 37 разных имен, которые составляли бы целые цепочки, или бы к пророку, да благословит его Аллах и приветствует. И среди них есть, хвала Аллаху, как минимум 14 тысяч, которые мы смело можем наверняка назвать достоверной сунной пророка, да благословит его Аллах и приветствует. В своего рода форме так называемого хадиса. Эти хадисы сохранились до наших дней. И одной из причин их сохранения является то, что они не противоречат Корану, что они были подтверждены сотнями людей и переданы рассказы, продекламированы, заучены, систематизированы и представлены нам в этом виде, сохранены, как никакое другое подтверждение, и просмотрены, оценены, проверены, как мусульманскими, так и немусульманскими учеными. Это называется стержнем хадиса и является для нас сунной. А что же касается вопроса о шиитах и значения понятий шиит и суннит, это уже что-то другое. Это социально-политическое явление, которое не имеет никакого отношения к сунне пророка, да благословит его Аллах и приветствует.
И если вы хотите узнать что-то о шиитах, то вам нужно спросить это у них. У них есть собственные книги, их собственные доказательства. И если они называют себя шиитами, то они как минимум должны объяснить это. Почему я не шиит? Я отвечаю с глубоким уважением к этому вопросу этого мужчины. Я хочу вам сказать, что у тех, кто называет себя шиитами, нет никаких подтверждений на это. Их дело привести доказательства. А мое — это мои доказательства. Такой мой ответ для вас, дорогой друг. يا إله الكون قد أسلمت لك يا إله الكون قد أسلمت لك يا إله الكون قد أسلمت لك ربي فاغفر زلتي ما أحكمك أبتغيها مدحة طاغية تبهر البدر بليل محتلك راجيا منك إلهي رحمة تغسل الذنب وقد أمسيت لك أيها المؤمن يا سعد الوجود أنت بالإيمان في الدنيا ملك فاخلص النية لله الذي من تراب الأرض هذا صورك وافتكر في الكون وانظر وسعه وتبصر يا أخي هذا الفلاح سترى الدنيا فضاء هائلا منه آيات عجاب وحباب وعمى قلبك لا طيب له وإذا دمت عليه قاتلاك وعبيد الأرض لا حول لهم وزوال الملك عنهم في رشاك أيها المؤمن لا تحفل بمن يرفع الصوت ومن يلقي الشباب أنت كالبركان لا يجرى به فإذا سار تلظى واحتراك دمك الطهري لا تبخل به وابذل النفس بساح المعترى وابذل النفس بساح المعترى يا إله الكون قد أسلمت لك ربي فاغفر زلتي ما أحكمك أبتغيها مدحة طاغية تبهر البدر بليل محتلك راجيا منك إلهي رحمة تغسل الذنب وقد أمسيت لك أيها المؤمن يا سعد الوجود أنت بالإيمان في الدنيا ملك راجيا منك إلهي رحمة تغسل الذنب وقد أمسيت لك أيها المؤمن يا سعد الوجود أنت بالإيمان في الدنيا ملك راجيا منك إلهي رحمة تغسل الذنب وقد أمسيت لك أيها المؤمن يا سعد الوجود أنت بالإيمان في الدنيا ملك أيها المؤمن يا سعد الوجود
أنت بالإيمان في الدنيا ملك راجيا منك إلهي رحمة تغسل الذنب وقد أمسيت لك أيها المؤمن يا سعد الوجود أنت بالإيمان في الدنيا ملك راجيا منك إلهي رحمة تغسل الذنب وقد أمسيت لك أيها المؤمن يا سعد الوجود أنت بالإيمان